Мы с вами замахнулись на самое что ни на есть сокровенное, но просто уж очень хочется узнать историю этой картины. До сих пор точно неизвестно количество даже его работ. Они часть были разграблены во время революции, увезены около 2500 вообще работ. Такой гонорар, целых 500 рублей. И он, конечно, их куда-то потратил. Постоять возле нее, и становится легче, это правда. Что-то такое есть исцеляющее, я бы даже сказала, в его работах. Здравствуйте. Иногда интонации звучат через слова, иногда через поступки, а иногда через картины. Особенно интересно, когда за творчеством проступает не просто талант, а судьба. В Уфимском музее имени Михаила Нестерова хранится полотно, с которого началась одна из самых загадочных историй русской живописи. Догадались? Речь о картине «Видение от руку Варфоломею». Судьба произведения, как судьба самого художника, началась в Уфе, но обрела завершение в Москве. Зав. Отделом экскурсий и мероприятий музея Нестерова Оксаной Мельник расскажем тайну знаменитого отрока. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, Лиля. Мы с вами замахнулись на самое что ни на есть сокровенное, но просто уж очень хочется узнать историю этой картины. Ну, вначале вопрос. Вот место, где находится музей имени Михаила Васильевича Нестерова. Это же не дом, где он жил в Уфе? Это в Гугле дом... 27. Да, я поняла. Это дом Михаила Артемьевича Лаптева, крупного лесопромышленника, владельца кирпичного завода. Он купец был второй гильдии. Дом для себя, для своей семьи построил. А Нестеров семья купеческая, она также была. Жили они на улице Центральной. Это сейчас улица Ленина. Сейчас на этом месте находится гостиница «Агидель», так как усадьбу снесли в 1954 году. Вот построили там. Хорошо. Гостиницу. Михаил Васильевич родился в крепкой, такой богобоязненной купеческой семье. И родители продавали галантерею в том числе. Но Мишенька как будто бы по их стопам не пошел. Да, семья была патриархальная, очень строгая, воспитывали их из строгости. Вообще их родилось 12 детей, но все умирали в младенчестве. Нестеров был 10-м, да, вот выжил только он, и его сестра старшая на 4 года Александра. Конечно же, родители тряслись над ним, тем более мальчик, последний. Мама уже понимала, что она уже была пожилой, когда его родила, что больше деток не будет. И она, даже был такой момент в воспоминаниях, что в какой-то момент показалось, что он даже умер. Но мама не сдавалась, не отдавала его хоронить. Отец хотя уже заказал могилку, все для похорон, но она положила иконку Тихона Задонского на грудь, стояла на коленях, и вдруг он задышал. И вот это чудо, Нестеров говорил, видимо, недаром случилось, видимо, какая-то была у меня миссия для того, чтобы что-то принести. Ну и что касается родителей, действительно не хотели, чтобы он становился художником, и приучали его к торговому делу, давали ему в лавках торговать. Вот они же торговали игрушками, он очень это любил, но распаковывать даже ему не давали, потому что он такой немножко был неуклюжий, хулиганистый, продавал только соски. Как удачно. обидно ребенку-то было, да? Да, детские соски удачно продавал, потому что запомнил, где они находились, и цены на них. Ну, у него не было, видимо, математических способностей, в гимназии это не проявлялось, и в дальнейшем тоже. В училище Воскресенского отец все-таки повез в Москву, с тех пор он становится москвичом, это 13 лет. Такой самый возраст. Матушка, конечно, со слезами с ним прощалась, всю дорогу обнимала, целовала, пока его везли. И в Воскресенского он, конечно, в училище не дал никаких особых успехов в точных науках. Сам Воскресенский вызывает отца и говорит: забирайте документы, отдавайте мальчика по призванию. И Нестеров потом вспоминал и благодарен отцу, что он все-таки не стал применять силу, не заставлять не дальше учиться на инженера, а все-таки дал возможность и не торговлей заниматься, дал возможность заниматься им призванием, рисунком, живописи, то, что не удавалось. Он сам держит экзамен в училище живописи и военизодчества, и туда поступает успешно. Класс таких именитых художников: Василия Григорьевича Перова, Пряничникова, Сорокина. В дальнейшем у него будет и Поленов, его учитель, Маковский. Вот, так что... Ой, вот столько знаете про детство Михаила Васильевича. А вот давно вы работаете в музее? Ну, в музее я уже 14-й год. Конечно же, экскурсии проводите? Да, в любое время. Хоть ночью разбудим про Нестерова. И не только про Нестерова, у нас же коллекция же большая, больше 14 тысяч экспонатов насчитывает. Нестерова 109 работ, а остальные все работы других художников. У нас есть 15 век, и 16-й, древнерусское вот замечательное искусство, и зарубежное искусство, и русское. А кто в основном ходит на экскурсии?
Ну, в основном, конечно, студенты, школьники, которых ведут. Но что приятно, что студенты вначале их приводят, а потом они ведут уже сами, своих друзей приводят, особенно после экскурсии, сами что-то уже зная, рассказывают, читают, интересуются. Но я знаю, что и корпоративные экскурсии тоже приветствуются, проходят достаточно часто, где приходят уже не школьники, а взрослые дядечки состоявшиеся, да, им тоже интересно узнать о том, как проходила жизнь в Уфе великого художника. Это так. Но сегодня попробуем все-таки рассказать то, что не узнают на обычных экскурсиях люди, которые приходят к вам в музей. Итак, наверное, один из таких главных моментов, возможно, где раскрылось творчество художника, с момента, с которого все и началось, он влюбился. Да. Влюбился он в Уфе, приехав на каникулы. Он каждое лето приезжал в Уфу. И вот ему исполнился 21 год, и он пошел 21 год и влюбился первый раз, да? Ну да, в первый раз. Ну, конечно, были приключения в Москве, не без этого. Там же студенческая жизнь активная. Но вот влюбленность такая настоящая, искренняя, платоническая любовь случилась в Уфе на каникулах. Он пошел в парк, в первый городской. Это сейчас парк Аксакова. А вот посмотрите, как он выглядел. Такой вот юный, задорный. Здесь очень импозантный парень, такой уверенный в себе, как мне кажется. Он уже, конечно, москвич был такой по духу. И вот он в Луначарском парке, который сейчас, он правильно называется Аксаковский, тогда был Веденеевский, пошел на лотерею. И одет очень так экстравагантно, да? А лотерея такая была очень прорекламированная, потому что главный приз был велосипед, корова, еще там какие-то купцы пожертвовали для этой лотереи ценности. И вдруг он там увидел двух дам. Они по виду похожи были на петербурженок. Одна была черненькая, ну, такая темная шатенка, высокая, стройная, а вторая, наоборот, была полненькая и светленькая. И вот темненькая ему понравилась. Он прям запал на нее, стал за ней следить. Это что-то там отвлекся, и вдруг они исчезают. И вот обратить внимание на такой вид, ну, как описывали его нежные дочь черты уже, лица, да, как потом мне кажется, по воспоминаниям отца, что у нее не было такой прям трафаретной красоты, но вот был такой свет у нее, внутренний свет, очень красивые глаза, они хоть и небольшие, но такая в них вот доброта была, такая искренность, фигура очень, конечно, такая утонченная. Губки пухленькие, у нее носик аккуратный был. Очень приятная девушка. Да, очень приятная. Ну и Нестеров второй раз ее встретил случайно. Он уже посчитал, что это судьба. Он прогуливался на своей гнедышке. У них были лошади, у него вот любимая гнедышка. По улице Успенской, это сейчас, я так понимаю, коммунистическая. А она шла в этом же платье. Он по платью узнал. Высокая, стройненькая, под зонтиком от солнца. Она тоже его заметила в дырочку из-под зонтика, подглядывала. Да что вы говорите? Да. То есть она не оглядываясь, а в дырочку подглядывала. И он так цоком, да нет, цок на лошадкой перешли, говорит, речку Сутолоку, и вот он выследил, где она живет. Машеньку. Да, Машеньку. Она перед этим какие-то лавки заходила, но выследил, где живет, и узнал, что это дом Мартыновского, как выяснилось, ее брата. Он из Москвы приехал, вдовевший, остался с девочкой. Вот она, видимо, приехала ему помогать еще с одной дамой. Вот. И он, узнавая, все больше ей интересовался, влюблялся уже даже вот еще не знаком заочно. Рассказы, потому что и отец Федор, он понял, что она ходит в Сергиевский храм, отец Федор дома. То есть тоже благобоязненная. Да, настоятельный, что она девочка регулярно приходит в храм, помогает всем. И вот через друзей, через знакомых организовывает им встречу. В дальнейшем переросло в их переписку, еще 2 года переписывались. Родители, хотя узнав об этом, не обрадовались, мягко говоря. Ну, во-первых, это была семья неизвестная, не уфимская, она пришлая. Потом брат, как выяснилось, младший у нее был народоволец, сослан в Сибирь. Это, конечно, главная была причина противления родителя. И то, что, конечно, это несостоятельная была семья, она очень была, несмотря на то, что и бедная, она была очень гордая. И в одной из писем узнает Машенька, что он не приезжает на очередные каникулы, так как болен. И она едет к нему в Москву. Тогда ведь железной дороги не было, она до Оренбурга на лошадях, там, потом дальше и в Москву к нему, и, в общем, осталась у него.
помогала ему. Слушайте, а по тем временам вытащила это его. прям поступок и настоящий? Конечно, она так в никуда уехала, и потом это же тоже репутация, опять же, это вот надо как самоотверженно любить. Ну и, в общем, они повенчались. Да, они тайком венчаются, абсолютно не поставив известность родителей, не взяв благословения, но он понимал, что ему благословения никто не даст. Первый год жизни они жили очень бедно. Нестеров вспоминал, что даже на зиму одеть не на что было. Он где мог подрабатывал. А как он подрабатывал? Ну, он в книгопечатании вот эти вот ходил, да, иллюстрации делал, расписывал плафоны в купеческих домах. Вот. Ну, то есть брался за любую работу художник, где был нужен, и она тоже помогала, Машенька тоже работала, несмотря на то, что уже была беременна, и она никогда не сетовала. А он вспоминал, что всегда с радостью кидалась к нему, бежала, встречала его домой вечером. Столько у нее всегда было счастья за любую мелочь, то, что он там принесет, она всегда его благодарила. Он говорил, это вот год был такого абсолютного счастья с ней. Ну, и тут... Подошло время родов. Да, подошло время родов. Рождается дочь. Да, все вроде бы продумано было, и хороший был акушер. Ну, вот она скончалась на 3-й день родами, хотя вот первый день родов он был счастлив, Нестеров, безумно. Дочку свою увидел, и он даже не сразу понял, что она больна, никто это не понял. Потом вот так вот Жена она угасла на его глазах, он прямо это наблюдал, как она угасала, как потихоньку уходит из нее жизнь. Ну, конечно, он писал образы Машеньки, которые мы видели в свадебном платье, потом уничтожал какие-то, не уверен, что это не она. И вот первое такое очень сильное полотно – это «Христова невеста». Ну, тут нельзя сказать, что прям фотографический образ Машеньки, но это собирательный образ именно женщины, именно невесты Христовой, которая вот отдает себя в жертву. Ездил в храмы, монастыри, и он написал «Пустынника» в тот период. Ну, вот этого старца, этого пустынника увидел. А у него такая накидка, как будто вот прозрачная, это как будто. Такая схема. Да, это сверху такие вот одеяния были у монахов-отшельников. Нет, я хочу Очень сказать, как он скромно, еще в изобразил. лопаточках. Она как будто вот изношенная, прямо вот до Да, он и в прозрачности. лопаточках, вот здесь в лопаточке не видно, такие сырые. Эту картину увидел случайно. Третьяков, он приехал картину Пастернака, приехал покупать другого художника картину, и увидел Третьяков «Пустынника». Она его поразила. До этого видел Суриков, тоже она ему очень понравилась. Но вот Третьяков сразу ее приобретает. То есть говорит, где автор? Он еще тогда не знал Нестерова. Говорит, сколько ты за нее хочешь? Нестеров так дрожащим голосом 500 рублей золотом выпалил. Это много было по тем временам? Ну, для Нестерова было очень много. Он испытывал все-таки нужду с родителями. А для Третьякова? Третьякова это была такая сумма небольшая. Слушайте, а вот ну, что сам Третьяков обратил внимание на провинциального, будем говорить, художника, начинающего по тем временам, о чем это говорит? Или это нормально? Это говорит о том, что картина действительно его удивила и зацепила, потому что Третьякова был изумительный вкус, потом он человек, который видел больше, чем другие. Он действительно увидел здесь что-то новое, абсолютно новое, потому что Нестеров считается сейчас человек, который открыл вообще свое направление целое, поэтизированный реализм. Такой гонорар, целых 500 рублей. И он, конечно, их куда-то потратил. Но он написал отцу, во-первых, отец возгордился. Он когда-то ему сказал, я посчитаю тебя художником только после того, как Павел Михайлович приобретет твою картину. Это происходит. Отец, конечно, возрадовался ему. И он на свои собственные деньги, не беря средства отца, едет в Европу. Но это было и с целью как раз его образования дальнейшего. Он побывал на многих выставках тогда. Он был в Германии, был во Франции, конечно же, в Италии, в солнечной. Регулярно писал там пейзажи. Он говорит, я опять увидел краски, которые померкли после смерти Машеньки. Очень много таких солнечных пейзажей. И есть и портреты. Около 200 картин он написал. Это как будто совсем другое направление, вот по крайней мере, для меня. Да. Да, это вот из нашего собрания. Здесь даже не передает цвета, настолько он солнечные работы. Вот в Третьяковке их много. Ну да, для человека, который не видел моря, он впервые увидел эти краски, да, наверное, на него они произвели впечатление. Да. И параллельно он начинает уже думать о том, какое направление в жизни он возьмет и что дальше появится. Ну, дальше он приезжает, уже Третьяков ему заказывает картину. Вот первый вариант, который хранится у нас. То есть уже потом начинаются заказы, да? Да, вот это первый вариант «Видение отрока Варфоломея», уже на заказ сделано. Это посвящена картина, которая сегодня располагается в музее Нестерова. Которая неоконченная, да. Неоконченная по случаю того, что Нестеров простыл. Писал он в деревне Камякино, и там питался одной гнилой картошкой, и лето выпало дождливое, гнилое. И он в результате очень сильно простыл, понял, что не хватит у него сил закончить полотно, приезжает в Уфу, здесь во флигельке ее не заканчивает, а рвет.
У него там вот видно разрыв в уголке. А вот этот да, вот, да, внизу? разрыв. Он упал на нее, упал, мастихином разрезал холст. И вот новый холст он быстренько заказывает. Новый холст пришел с Москвы, с итальянского магазина. И он буквально за 2 недели его пишет, на что уже все было готово. И сюжет, и он нашел героя, он брал девочку, ему позировал, хрупкая девочка. Вот, она напомнила ему Жанну Дарк, вот эти глаза, валившиеся после, девочка, перенесшая тиф. Он написал такой вот образ именно ангела, то есть пол даже не читается. Это осень здесь изображена, Осень, да, А очень вот, такой тихий пейзаж. вот говорят, что уфимская картина и картина, которая находится в Третьяковке, да, будем говорить, завершенная, они немножко по цветам отличаются, да, там более яркие тона. Но здесь она дописана, во-первых, вот эти цветы, которые мы видим. И он немножко передвинул композицию, он его сдвинул немножко. В нашем варианте он состыковывается, дальний план с передним, а здесь он передвинул. Это вот потом могут посмотреть зрители отдельно. Эта картина, конечно, неоднозначная, вызвала мнение критиков. Третьяков ее сразу приобрел еще до выставки. Она должна была почему 18... критики были недовольны? Ну, Стасов и все остальные передвижники сразу заявили, что это, во-первых, тема не наша, это вредный очень мистицизм. Тогда же вообще относились уже к религии по-другому. Тогда очень модно был Чарльз Дарвин, обезьянки. То есть религиозность сильно падала. И вот не... То есть это уже время революции же? Да, это и предреволюционное еще время уже очень сильно религиозность падала. Вы вспомните, это даже Лев Толстой уже писал вещи такие, «Воскресенье» его. То есть Нестеров оставался один на один со своей религиозностью своей. И вот эта духовность, она очень сильно падала. Михаил Васильевич, какой он был человек? Он тоже терзался, да, в сомнениях, как изобразить свои произведения, какой путь пройти? Или вот он был точно уверен, что надо писать вот так вот и никак иначе? Конечно, он очень сомневался всегда. У него много полотен, он резал, он всегда вот работу предварительно очень много делал эскизов, этюдов и набросков. Да, набросков. Да. И многие уничтожал полотна. До сих пор точно неизвестно количество даже его работ. Они часть были разграблены во время революции, увезены. Около 2500 вообще работ. Так приблизительно насчитывается. Если говорить о церковном направлении, то он более 22 лет, по-моему, да, 23 года этой теме. Да, больше 23 года он провел. Работал в храмах. Вот как раз после отрока Варфоломеева и приглашает Владимирский собор в Киеве, который сам Николай II принимал. Они вместе с Васнецовым расписали. Там удивительные все это работы, конечно. Далее его уже будут приглашать регулярно. Князья великие, его будет и Марфа Мариинская, и Елизавета Федоровна, великая княжна, пригласит расписывать. В Грузии он будет работать по приглашению князя Георгия. То есть, несмотря на то, что критики все-таки его критиковали за направление, которое он выбрал, он шел своим путем жизненным. Да, шел своим путем. Конечно, вот религиозный этот период, религиозно-философский, он будет продолжаться только до революции. Потом он уже на эти темы будет писать только за диван. По понятным причинам, так у него была семья. И уже вот после революции у него период уже портретный период. Портреты, конечно, великолепных. Это вот из его семьи. Он очень часто писал. Это Олюшка, амазонка знаменитая, она в Русском музее хранится. Писал тоже в Уфе, как и большинство. Удивительно, как передан силуэт, хотя это черный цвет, казалось бы, да, мы стройная, высокая, в мать пошла она. Сам Нестеров же был неказистый, он был такой мужчина. Неказистый, да? А мне показалось, как будто... в юности да? Это да. А так-то он был невысокого роста. Он сам о себе писал, что он был неуклюжим, невысокого роста. Даже когда они венчались, в церковь шли, он вспоминал, что я, значит, после болезни бритый был, неказистый, маленького роста, и она высокая, красивая, и бабушка какая-то. Ой, какая невеста-то красивая. А он-то страшненький. А вообще женщины на него внимание обращали? Обращали. У него, конечно, были романы, да, и даже с певицей. И он влюблял в себя, да. Но влюблял, конечно, своей харизмой, своим менталитетом, своей глубиной. Вот эта вот энергетика, которая шла от него. Ну, он и был популярен, хорошо уже зарабатывал. Естественно, у него были счета в 3 банках. То есть человек такой уже стал состоявшийся во всех отношениях. Мужчин, любили его. Вот Юлию Русманову, хотя он на ней не женился, 3 деток родила. Вот, так что были незаконно рожденные дети. Он всех их принял, он был великолепный отец. Он сказал, что законных и незаконных для меня деток нет. Все мои родные. И жена его, вторая Екатерина Петровна, это приняла, то есть безропотно. И они в Москву он забрал. А Екатерина Петровна, по-моему, ему помогала в работе, да, во всем? Да, он ее встретил в Киевской мастерской. Привела, кстати, Олюшка их. Вот вы показали эту работу, а
Это серия, когда он писал портреты. Это уже послереволюционный период. И портреты были такие тоже очень крепкие, такие передающие характер своих героев. И я хочу сказать, он, в принципе, не пропал после революции. Эти портреты тоже его хорошо кормили. Он и писал Толстого. Да, Льва Толстого, и академика Павлова. Очень много ученых писал тоже. И даже получил самое высшее государственное признание от Сталина. Да, в 1941 году получает сталинскую премию именно за портрет академика Павлова. Ну и людей науки, искусства он писал. Политических деятелей он отказывался писать. Но именно советский период стал таким самым неудачным, потому что когда началась пора репрессий, это не прошло стороной и мимо Нестерова. Да, его и Бутырка не прошла стороной, потому что его как тестя врага народа задержали. У него Виктор Шеттер был тестем, муж Оленьки, обвинен в шпионаже. Он служил в дипломатическом корпусе юристом, немец по происхождению. Он был расстрелян в 1939-м, и Оленьку отправили в лагеря. Нестерова отпустили, 2 недели его продержали в Бутырке, а вот дочь отправили. И он потом Нестер, благодаря дружбе с Пешковой, вернул ее. Вернул, освободит, но она уже будет потом в инвалидном кресле. Очень сильно пострадала. Ее и так хрупкое здоровье. Какая интересная жизнь. Ведь незадолго до смерти, как незадолго, в 1942 году он умер. В 1942 году. Шла уже Вторая мировая война. То есть он очень многие периоды жизни и развития нашей страны наблюдал в своей жизни сам. И тем не менее он всегда проявлял интерес к жизни. И его волновали события, которые развивались во время Второй мировой. И мне кажется, если бы возраст позволял и здоровье, мне кажется, он пошел бы даже и родину защищать в этот момент. Да, он очень любил Россию. Уже возраст. У него было очень много возможностей уехать. Даже когда у него выселен, он был из 5-комнатной квартиры, семью отправил в Армавир, он все равно возвращается в Москву, не уезжает за границу. Многие родственники тогда эмигрировали, как и художники. Он остается и понимает, что он без России жить не сможет. И даже последние его были слова, он говорил, что воспоминания вышли его, что я жалею, что мало сделал, как хороша моя родина, что я жалею, что мало написал ее, что не всем людям дал возможность помочь ее полюбить, мою родину. И такое творческое становление все-таки с Машеньки началось, да? Да, он же так и вспоминал, что именно любовь к Машеньке и уход сделали из меня настоящего художника, отдохнули недостающее содержание моей живописи, за то, что меня ценили, любили и будут любить. И останется, я уйду, но останется отрок Варфоломея, останется пустынник. Но Варфоломея он особенно отмечал, потому что это произведение как раз таким и сделало глубоким художником, за которым мы узнаем именно Нестерова. Какой интересный человек. Для меня он сегодня открылся с разных сторон и как художник, потому что это не только такого плана картины, где природа красиво описана, настоящая русская природа. Он еще описывал и замечательно, мне кажется, европейскую часть, то есть те вещи, которые он писал, находясь за границей. Какое красивое море, какие красивые краски. И, конечно, портреты. Да, и везде душа. И везде чувствуется характер героев и душа человеческая. Душа, свет идет, именно духовность от его всех картин веет. У него очень содержательные все полотна. Но есть символические, Дмитрий Царевич Убиенный и другие, которые до революции. Но он и после революции писал такие работы, просто они не афишировались в советское время. Ну и как мужчина познал настоящую любовь и, между прочим, воспитывал детей, и рожденных от брака, и не от брака. Да. Это тоже характеризует мужчин с хорошей стороны. Он даже незаконно рожденная дочка Вера потом до конца жизни жила вместе с Наташей в одной квартире и не ссорились. Это от 2 женщин. Это же говорит, как он их воспитывал. То есть в любви, прежде всего в любви и уважении друг к другу. И не зря проститься с ним пришли в Третьяковку, хотя уже шла война, и картины эвакуировали в безопасное место. Тем не менее, люди пришли в Третьяковку, где висели его картины, чтобы проститься с великим художником. Да. И сейчас огромный зал, посвящен именно Нестерову. В Третьяковку, когда приходишь, он поражает. И люди стоят, и всегда много в зале там людей. Люди просто иногда приходят, когда на душе что-то плохо, постоять возле нее, и становится легче, это правда. Как что-то такое есть исцеляющее, я бы даже сказала, в его работах. Ну и Уфимский музей в этом году отмечает юбилей и много приятных дат, чтобы почтить память и восхититься творчеством художника.
Да, этот год 105-летия создания нашего музея. Мы открыты для посетителей 5 января 1920 года. Вот поэтому приглашаю всех в музей. Да. Не только Нестеру, и других работ. Репина огромные работы достали. Поэтому приходите, будут сюрпризы. То, что вы не видели никогда, кто не был в этом году. Поторопитесь эту выставку посмотреть 105-летию. Теперь захотелось прийти и посмотреть эти работы лично. И здесь, и в Третьяковке посмотреть на эти работы для того, чтобы сравнить, как выглядит видение отрока Варфоломея в Уфе, и как это готовая версия. Кстати, их несколько, да? Несколько, 4 вообще известных, вместе с нашей 5. Еще в Абрамцево, в Русском музее есть, возможно, больше. То есть возможности сравнить наших даже телезрителей будет много. Да, видение даже отрока Варфоломея есть часть 2, которую он Шаляпина подарил, он за границу ее увез. Даже это, но ее вернули сейчас в Россию, слава богу. Оксана, спасибо вам большое за этот подробный рассказ о жизни великого художника. Многое действительно стало известно мне сегодня. По крайней мере, вы рассказали очень интересные вещи. Спасибо. Благодарю. Вам. Спасибо, что пригласили, Лилечка. Спасибо. Всего доброго. Как знать, может быть, именно незавершенность уфимской картины делает ее особенно живой. Ведь каждый художник пишет не только красками, но и душой. Можете проверить. Приходите в музей, посмотрите на картины, вглядитесь в лица и в свет. Возможно, именно здесь вы услышите свою интонацию.